Палестинцы читают молитву. Ид аль-Адха – один из самых главных и любимых праздников для всех мусульман. В эти священные дни помощь получают наши братья по вере, которые живут в Ингушетии. Традиционно они отмечали этот праздник в кругу семьи, раздавали мясо и готовили угощения. Несмотря на то, что сегодня они находятся вдали от своей родины, благодаря вниманию главы Ингушетии у них появилась возможность отпраздновать Ид аль-Адха и получить сага. Мы поздравим ингушский народ с праздником Курбан-Байрам. Желаем его и мир, и благополучие. Мы вас благодарим за то, что разрешили, за то, что вы нам дали возможность сделать жертвоприношение в этом празднике. Спасибо главу от ингушского народа и спасибо ингушскому народу за это. Желаем мир всему миру и надеемся у Аллаха, что у нас остановилась эта война, и мы строили свою страну и жили, как все люди в мире, мирно и спокойно. Ид аль-Адха празднуют 3 дня, в течение которых мусульманину дозволено совершить обряд жертвоприношения. Малоимущим жителям республики раздали жертвенных животных. Ну а палестинцы получают уже разделанное в пакетах мясо. Каждая семья получит отведенное для нее количество. Акция организована по поручению главы Ингушетии Министерством сельского хозяйства республики. Сегодня они часть изъявила получить мясо в виде говядины, другая часть мясо мелкий рогатый скот, то есть барана. Поэтому сегодня у нас мы им режем 5 коров, это на 35 семей, так скажем, человек, и 12 овец. Мехсак, вы знаете, по поручению главы, это более 2200 баранов роздано по всей республике. Плюс вот эти 5 коров. Праздник должен прийти в дом каждого, ведь именно в такие священные дни люди, которые нуждаются, особенно ждут помощи и поддержки. Рина Цичоева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.